Здравствуйте! Вас приветствует модельная авторская библиотека здоровья муниципального бюджетного учреждения культуры, централизованная библиотечная система номер 1 Губкинского городского округа и я, ее заведующая, Юлия Владимировна Бондарь. Возраст нашей библиотеки около 60 лет. Открылась она 28 октября 1954 года как библиотека постройкома Треста Комаров-строй, а в 1975 году она стала библиотекой интернациональной. В числе ее читателей, кроме представителей народов Многонационального Советского Союза, появились и болгарские строители. С 1992 года библиотека приобрела статус муниципальной и вошла в число библиотек городской централизованной библиотечной системы в качестве библиотеки филиала номер 9. В 2005 году она переведена в новый спортивный комплекс «Горняк», где мы находимся в данный момент. Этот факт существенно повлиял на ее функциональные особенности. Она стала библиотекой здоровья. В 2011 году библиотеке здоровья присвоен статус модельный, а с 2012 года она заявлена как первая в Белгородской области авторская библиотека по продвижению технологий здоровья сбережения. Библиотека универсальна. Она обслуживает все категории населения, начиная от 3-летних малышей до людей преклонного возраста. Ее читателями и пользователями являются более 3000 горожан и гостей города. Это нашло отражение в оформлении библиотеки, где каждый найдет для себя уютный уголок для чтения и общения. Внутренний интерьер библиотеки представляет собой уникальное компактное библиотечное пространство со специально оборудованными зонами для посетителей разного возраста и читательских предпочтений. Уже с порога посетитель попадает в информационный зал, позволяющий выбрать занятие по душе. Слева – кабинет технического обеспечения, где по доступной цене можно заказать ксерокопию нужного документа, воспользоваться электронными каталогами и базами данных библиотек Белгородской области или обратиться к информационным правовым системам законодательства России, Консультант Плюс, базы данных, документы местного самоуправления, из которых можно получить полнотекстовый правовой документ. Прочитать его можно с экрана или перевести в бумажный формат с помощью технических средств библиотеки. За 8 лет работы в направлении здоровья и сбережения населения были накоплены информационные ресурсы и опыт этой работы. Общаясь с коллегами из других библиотек, мы поняли, что у нас есть свои уникальные подходы к продвижению идей здоровья и сбережения, а также способы реализации этих идей. Так возникла авторская программа «10 шагов к здоровому образу жизни» с авторской библиотекой. Основные идеи этой программы представлены на стенде в информационном зале и доступны всем посетителям. Они довольно просты, но в то же время последовательны и убедительны. Чтобы начать путь к оздоровлению, надо знать состояние своего здоровья. А чтобы провести самодиагностику, можно воспользоваться тестами, разработанными специалистами. Это первый шаг. Второй шаг – современный информационный сервис по индивидуальному подбору методик здоровья и сбережения. Третий шаг – индивидуальный подбор видов спорта для начинающих спортсменов с участием тренеров спорткомплекса «Горняк». И так далее. Каждый посетитель может самостоятельно ознакомиться с основными пунктами программы на стенде. Специалисты библиотеки выпускают собственную печатную продукцию, создают буктрейлеры по книгам, которые рекомендуют прочитать каждому. Печатная продукция представлена на информационной стойке, а буктрейлеры на сайте Центральной городской библиотеки. Здесь же расположены карточные каталоги и руководство по их использованию в стендовом исполнении. Это мозг библиотеки, позволяющий самостоятельно найти нужные печатные источники, хранящиеся в ее фондах. Найдя нужный документ в каталоге, посетитель прямо из информационного зала отправляется на абонемент, где можно взять его для пользования дома в течение 30 дней. Если в каталоге не оказалось нужного документа, это не беда. Специалисты библиотеки помогут воспользоваться электронными каталогами и базами данных библиотек Белгородской области и найти библиотеку, в которой есть нужная книга.
Если у вас с собой мобильное устройство, поддерживающее технологию Wi-Fi, вы можете отправиться в информационное пространство всемирной паутины, уютно расположившись на мягком уголке у окна. Справа от входа в библиотеку расположены информационные стенды. Стенд прямо по ходу движения знакомит посетителя с основными видами услуг библиотеки и планом ее работы. На стенде напротив информация здоровьесберегающего характера. Стенд притягивает внимание уже издали своим оформлением, цветовой гаммой, приятной для глаз. А информация подобрана так, что она интересна каждому и побуждает к поиску дополнительных информационных источников. Здесь же расположен большой информационный стол, где каждый посетитель может ознакомиться с официальной информацией, которая включает в себя контактные данные руководящих органов и инстанций, устав централизованной библиотечной системы, правила пользования библиотекой и многое другое. Редко кто зайдет в дверь, расположенную рядом с информационным столом, хотя работающий здесь специалист занят очень важным делом. Он формирует подборки литературы для 15 библиотечных пунктов, расположенных в разных концах города. Как оказалось, библиотека здоровья интересна многим людям, в том числе и тем, для которых она расположена достаточно далеко. И библиотекарь сам доставляет заказанные книги по месту работы своих читателей. Такие библиотечные пункты есть в детских садах, пунктах сервисного обслуживания, малых предприятиях города. На абонементе размещены информационные ресурсы, которые посетители могут получить на дом. Весь фонд находится в открытом доступе. Поэтому на стеллажах размещены специальные пометки для посетителей, облегчающие их поиск. Например, в зоне обслуживания детей и подростков указаны возрастные градации. Для любителей сериального чтения книги одной серии расположены на одном стеллаже, снабженном специальным указателем. Вся новая литература правового или социального плана расположена на тематических и информационных выставках непосредственно у входа. Вся мебель абонемента в компактном исполнении, то есть стеллажи небольшие, что позволяет достать книгу даже на верхней полке. Для самых маленьких читателей книги расположены на специальном стеллаже по типу слоник. Стеллажи расположены так, что полки имеют естественное освещение из окон библиотеки. В ненастную погоду и вечернее время подсветка осуществляется лампами дневного света, расположенными на подвесном потолке. Круговая кафедра также продумана для удобства как библиотекаря, так и посетителя. По высоте она оформлена в виде бюро. Библиотекарь может вести обслуживание, сидя за кафедрой или стоя, используя верхнюю столешницу. И святая святых библиотеки – ее читальный зал. Помня о том, что тишина должна быть в читальном зале, и учитывая небольшой размер помещения библиотеки, всего 310 квадратных метров, библиотекари попросили строителей разделить информационный и читальный залы прозрачной перегородкой. Это позволило создать тишину в читальном зале и расширить библиотечное пространство. Библиотека не кажется маленькой, но она очень уютна. И человек, работающий в читальном или информационном зале, ощущает себя частью этого культурного пространства. Читальный зал тоже многофункционален. Как мы уже отмечали, библиотека рассчитана в основном на молодого посетителя, а это и родители с маленькими детьми. Пока родители работают в читальном зале или выбирают книгу на абонементе, малыш может с пользой для себя поиграть на ковре с мягкими игрушками, порисовать, сидя за маленькими столиками, посмотреть книжки, доступные его возрасту, расположенные на стеллаже в виде карусели. Весело и интересно. Кроме того, ребенок приобщается к миру библиотеки. Он малыш, а уже знает, что в библиотеке шуметь нельзя, а можно читать, играть, рисовать. И кто знает, может быть, завтра он позовет родителей опять в этот мир сказки, добра и интересных занятий. Фонд читального зала небольшой, но уникальный в своем роде. Он раскрывается на выставках литературы. Одна из них «За здоровье, спорт, счастливое будущее» является постоянно действующей. Информация на ней меняется по мере поступления более актуальной. Читальный зал периодически используется для проведения массовых мероприятий, поэтому большой современный телевизор мы расположили именно здесь. С его экрана демонстрируются презентации, буктрейлеры, а для детей и мультфильмы. Здесь же расположен и один из персональных компьютеров для поиска информации и чтения с экрана.
Наша библиотека уже любима жителями города. Но мы не собираемся останавливаться на достигнутом. Уже сегодня в разработке находится виртуальный музей спортивной славы Губкина. Создание виртуального сообщества в социальных сетях «Быть здоровым» здорово. В проекте сайт библиотеки здоровья. Девиз нашей работы – библиотека здоровья, информационный ковчег для каждого губкинца.